После того, как ветераны выдвинули две свои инициативы, они обратились за поддержкой ко всему крымско-татарскому народу. Они стали примером, который должен был повести за собой тех, кто впал в спячку, тех, кто махнул рукой на свое будущее, тех, кто забыл о том, что кроме того, чтобы вернуться в Крым, нужно еще вернуть себе родину. Поэтому, услышав призыв ветеранов, несколько общественных организаций крымско-татарского народа собрались вместе, оговорили их призыв, оговорили свои возможности и приняли решение действовать сообща, действовать вместе, действовать под руководством ветеранов, которые в свое время добились возвращения народа в Крым, добились принятия всех необходимых законов для восстановления наших прав. Но, к сожалению, в 1991 году все это закончилось с распадом Советского Союза. Поэтому на собрании нескольких общественных организаций, выступивших в поддержку ветеранов национального движения, было принято решение об образовании Крымско-татарского народного фронта. Для того, чтобы новое объединение крымских татар вновь никто не смог завести в тупик, чтобы никто не мог узурпировать право говорить от имени этого движения, были разработаны и приняты следующие принципы Крымско-татарского народного фронта. Первое, что Крымско-татарский народный фронт – это объединение общественных организаций, которые собрались вместе для достижения и содействия двум инициативам ветеранов национального движения к украинскому правительству. До 18 мая 2012 года разработать, принять и ввести в действие закон Украины о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа, и к крымско-татарскому народу созвать 18 мая 2012 года на центральной площади Симферополя общенародное чрезвычайное собрание крымских татар с нормой представительства 1 человек от каждой крымско-татарской семьи. Второе. Все организации, входящие в Крымско-татарский народный фронт, являются легальными, самостоятельными, независимыми друг от друга организациями. Ни одна из организаций, входящих в Крымско-татарский народный фронт, не доминирует в нем и не распространяет свою идеологию на весь Крымско-татарский народный фронт. Все решения о тех или иных инициативах Крымско-татарского народного фронта принимаются только коллегиально на собрании руководителей всех участвующих в Крымско-татарском народном фронте общественных организаций. Далее. Крымско-татарский народный фронт имеет право обращаться за поддержкой к соотечественникам любых рангов и должностей, независимо от их гражданства и страны проживания. Крымско-татарский народный фронт имеет право публично извещать украинскую и международную общественность о своих инициативах, о своих обращениях к соотечественникам, а также о поддержке или отказе от поддержки любых инициатив Крымско-татарского народного фронта тем или иным лицом, организацией или учреждением. На организационных собраниях был разработан и утвержден меморандум о создании Крымско-татарского народного фронта. Текст этого меморандума находится у вас у всех на руках. Вы имели возможность с ним ознакомиться. И сейчас мы бы хотели, чтобы общим решением этой конференции этот меморандум был утвержден. Рашид Ага зачитает текст этого меморандума. Меморандум о создании Крымско-татарского народного фронта. 3 декабря 2011 года в городе Симферополе ветераны национального движения крымских татар объявили о создании постоянно действующего собрания ветеранов национального движения крымских татар для решения одного фундаментального вопроса – добиться принятия в Украине закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. В этой связи ветераны объявили о созыве 18 мая 2012 года День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа на центральной площади города Симферополя чрезвычайного общенародного собрания
и призвали всех соотечественников делегировать на этот форум представителей от каждой крымско-татарской семьи для демонстрации общенародной воли и решимости отстаивать свои исконные национальные и гражданские права. Многолетняя самоотверженная борьба национального движения крымско-татар за возвращение на историческую родину и восстановление прав крымско-татарского народа привела к принятию в 1989-1991 году еще в бытности СССР и Украинской ССР правовых актов, необходимых и достаточных для полного восстановления прав репрессированного крымско-татарского народа и его государственности. Однако проводимый в законодательном порядке процесс восстановления и возвращения крым-татар на историческую родину был прерван в 1991 году. С тех пор прошло 20 лет. Все эти годы вопрос восстановления прав крымско-татарского народа независимой Украины не решен до сих пор, а возвращение обустройства крымско-татар на родине в Крыму всеми тяготами легли на плечи самих репатриантов. Заявляя о безоговорочной поддержке инициатив ветеранов национального движения Крым-Татар, а именно о принятии, подписании и опубликовании до 18 мая 2012 года Закона Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, о проведении 18 мая 2012 года на центральной площади города Симферополя чрезвычайного общенародного собрания крым-татар для обсуждения сложившейся на 18 мая 2012 года ситуации и путей дальнейшего развития крымско-татарского народа, мы, представители крымско-татарской общественности, объявляем о создании Крымско-татарского народного фронта. Мы добровольно и с полным осознанием ответственности своих действий принимаем на себя обязательства по содействию реализации вышеуказанных инициатив ветеранов национального движения Крым-татар в соответствии с целями и задачами организаций, подписавших данный меморандум. Данный меморандум открыт для подписания всеми, кто на деле выступает за полное и безусловное восстановление прав крымско-татарского народа. 28 января 2012 года, город Симферополь. Прошу, кто за поддержку этого меморандума, проголосовать. Кто за? Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Кто против? Против тоже нет. Единогласно принят меморандум.